Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада видеть, что здесь есть и знакомые лица, те, кто бывал уже на семинарах ДИОМа, и вижу, что те, кто приехал сюда впервые. Я постараюсь рассказать о том, каким образом вопросы безопасности и создания безопасной образовательной среды реализуются в национальных стратегических документах и в документах системы образования непосредственно. В принципе, Владимир Александрович уже сказал о том, что такое безопасная образовательная среда, безопасная школьная среда, из каких параметров она состоит. Я просто хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о безопасной школьной, безопасной образовательной среде, то мы видим, что это среда, ориентированная на потребности ученика, обеспечивающая полноту безопасности и минимизацию всех видов риска. И не случайно здесь в первую очередь именно безопасность психологическая, которая является частью социальной безопасности, потому что когда мы отдаем ребенка в школу, важно, чтобы он чувствовал или она чувствовали себя там комфортно. И это первое условие вообще успешности обучения. А остальное – это создание фактически как бы рамки, в которых это обучение проходит. Это и физическая безопасность, потому что очень важно, чтобы там ничего не падало, так сказать, на ребенка сверху. Вот, и экологическая безопасность, ну, естественно, информационная безопасность. Когда, ну, я, правда, на семинарах не рассказывала, но вот когда мы начинали здесь работу, я рассказывала ребятам, что когда я работала в Лебединовке, я начинала там, в первой Лебединовке, много лет проработала, то у нас был случай, школа старая, и маленький кабинет немецкого языка рухнул потолок. В буквальном смысле этого слова. К счастью, это было ночью. Потому что если бы это было на уроках, ну, как потолок, вот то, что обмазано, да, там была такая оплеточка глиняная, и, значит, и звездка, все, вот пришли, и там практически весь класс, поскольку он был рассчитан на маленькую группу, там все лежало вот это вот на партах. И еще раз говорю, что хорошо, что это произошло ночью, когда не было никого из детей и из учителей. Вот, психологическая безопасность, информационная, экологическая – это часть тех условий, которые как бы государство гарантирует, или должно, по крайней мере, гарантировать детям и родителям во время обучения их в школе. Прежде чем говорить о наших национальных документах, я напомню, потому что я думаю, что все уже знают, что у нас есть цели устойчивого развития, которые были приняты Организацией Объединенных Наций в сентябре 2015 года. И это 17 целей, которые охватывают практически все стороны жизни людей и общества современного. И среди них наша цель 4, которая требует, чтобы было построено инклюзивное, то есть включающее всех образование. И это образование должно способствовать созданию равных возможностей для получения качественного образования на протяжении всей жизни. Вот это та рамка, которая задана всем странам мира, включая Кыргызстан. И в 2020 году, то есть вот буквально уже через полгода, мы с вами будем впервые отчитываться, потому что наша страна вошла в состав пилотных, будем говорить, государств, которые должны сделать доклад о выполнении целей устойчивого развития, включая цель 4. А это значит, что вся наша система образования подвергнется, я не хочу сказать проверке, потому что это само государство будет говорить, но, по крайней мере, мы должны будем отдавать себе отчет, насколько мы выполняем те индикаторы, а они есть к этой цели, которые выставлены для всех стран мира и которые адаптированы к нашим потребностям. Поэтому, прежде чем, опять-таки, пойти дальше, я хочу обратить ваше внимание на то определение качества образования, которое дало ЮНЕСКО. Я напомню, что это организация ООН тоже, которая отвечает за детство в широком смысле этого слова. И в перечне характеристик среды, качественной образовательной среды, ЮНИСЕФ написала учащиеся, среда, о чем мы, собственно, говорим, содержание образования, процессы и результаты.
основывающийся на праве каждого ребенка и всех детей на жизнь, защиту, развитие и участие. То есть, как видите, образовательная среда, она является очень важной частью качественного образования. Вот теперь уже то, что непосредственно есть у нас, что определяет безопасную образовательную среду, которая является важной стороной, частью, основой, может быть, даже вообще качественной образовательной среды. Вы видите, что это и основной закон, Конституция, который требует предоставления образования каждому. Обратите, пожалуйста, внимание, если в предыдущей версии Конституции 32 статье у нас стояло каждому гражданину Кыргызстана, то теперь 45 статья наша говорит о том, что образование предоставляется каждому. То есть неважно, гражданин ты, не гражданин, если ты живешь в Кыргызстане, ты имеешь право на образование. Вы видите, что у нас здесь есть законы об общественном здравоохранении, об образовании, есть постановления правительства, которые определяют ряд моментов. Ну, например, сейчас у нас есть уже государственные услуги, где четко перечислено, что каждая организация образования обязана предоставить ребенку, когда он туда приходит, ну и так далее и тому подобное. О многих вещах вы будете говорить в течение этих 2 дней. Я остановлюсь на нескольких документах. Ну, в первую очередь, это Кодекс Кыргызской Республики о детях, который является основополагающим документом для системы образования в том числе. И вы видите, что здесь сказано, что условия должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, за нарушение которых руководители детских учреждений и организаций могут нести предусмотренную законодательством ответственность. То есть вот это основание для дальнейшей работы как в нормативно-правовом поле, так и в содержательном, когда речь идет об образовательной среде. Национальные документы. Я не случайно начала с документа, который уже как бы утратил основную силу, потому что срок действия истек. Это национальная стратегия устойчивого развития на 13-17 годы. Но здесь впервые появилось четко определенное понятие. Обратите внимание, что страна Кыргызстан, да, не только школа, но и вся страна, должна быть комфортна для жизни людей с обеспечением защиты их прав, свобод и безопасности, многоязычной и доброжелательной внутренней средой, высоким уровнем образования. То есть здесь четко зафиксированы параметры, к которым в среднесрочной перспективе стремится наше государство. И нынешний документ, о котором я буду говорить, национальная стратегия развития Кыргызской Республики до 2040 года, обладает очень серьезной преемственностью с вот этим документом. Ну вот, что конкретно здесь сказано в СУРе 13-17 годов о теперь уже образовательной среде. Вы видите, что здесь четко сказано, что необходимо создать безопасную, толерантную и поликультурную образовательную среду в каждой школе. Я хочу подчеркнуть, насколько это важно, потому что и какой большой путь, скажем так, был пройден буквально всего за несколько лет. Когда разрабатывалась концепция и стратегия развития образования на 12-20 годы, а это 2008-2011 год, то понятие образовательной среды впервые вошло в наши с вами документы отраслевые. Но там не было понятия безопасной образовательной среды. Там было понятие толерантной образовательной среды, поликультурной образовательной среды и так далее. Но понятие безопасности тогда на первый план еще не выходило. И обратите внимание, всего через год после принятия стратегии развития образования, концепции развития образования, уже появляется представление о том, что необходимо фиксировать соразмерную учащимся среду обучения, как написано было в программе правительства по реализации НСУР. В 2015 году появляется программа, которая рассчитана до 2024 года,
это программа «Безопасная школа и дошкольная образовательная организация в Кыргызской республике». Я не буду много говорить об этой программе, она находится на сайте правительства Кыргызской республики, кому интересно, можно посмотреть ее подробно, но там важно, что впервые появились четко по годам установленные перечни организаций образования, которые будут либо реконструированы, либо построены заново. И хотя, к сожалению, мы не выполняем до конца эту программу, потому что там было заложено, что каждый год не менее 100 школ должны быть построены и должны быть проведено капитальный ремонт или реконструкция. Вот пока мы выходим где-то в среднем на 60 школ, но уже сам факт того, что есть документ, который говорит, что к 2024 году у нас все школы должны обеспечить детям необходимую им физическую, и дошкольная образовательная организация, кстати, должны обеспечить детям физическую безопасность, согласитесь, это уже очень и очень важно. И поэтому, если посмотреть на статистику, которая иногда очень много позволяет понять, то за 2008-2012 год были построены 3 детских садика. Только в прошлом году их было построено 15. Это тоже очень мало, но там почти за 8 лет 3 штуки и за год 15. Есть разница. И программа таким образом, она запустила вот этот процесс, который позволяет не только обеспечить на самом деле физическую безопасность, но и создать благоприятную психологическую среду. Потому что, согласитесь, когда там в детском садике, в группе, а мы с вами, в общем, знаем об этом прекрасно, по 60, по 80 детей, говорить о психологическом комфорте и психологической безопасности и ребенка, и преподавателя очень и очень сложно. Поэтому строительство, ремонт, это все позволяет улучшить условия обучения и создать безопасную и физическую, и психологически более комфортную среду для каждого ребенка и для каждого преподавателя. Концепция развития регионов. Еще один документ, который у нас работает и которому уделяется сейчас повышенное внимание, потому что вы помните, и прошлый год, и этот год у нас посвящены именно развитию регионов. Ну, те коллеги, которые приехали из региона, лучше меня знают, насколько хорошо или не совсем пока хорошо, идут там дела. Но очень важен сам факт, опять-таки, что такая концепция появилась, что были разработаны, Владимир Александрович один из тех, кто этим занимался, на самом деле, программы развития каждой области, прежде чем появилась такая концепция. Это, кстати, было ее основанием. И там есть ряд моментов, которые где-то реализуются сейчас, где-то являются заделом на будущее. Но если говорить о безопасности, то, например, четко потом вам тоже скажут, что зафиксировано, что ребенок определенного возраста не может посещать школу, которая находится больше или дальше 2 или 3 километров. А у нас в регионах дети иногда по 10 километров ходят. Поэтому, скажем, в концепции заложен создание школьных подвозов, давайте говорить так, что минимизирует все-таки риски для многих детей, особенно в зимний период и так далее и тому подобное. То есть и концепция развития регионов, и сами программы регионального развития, которые у нас сейчас есть, они тоже уделяют внимание как самим школам и созданию в них образовательной среды, которая отвечает потребностям детей, в том числе в безопасности, так и вопросам, которые обеспечивают безопасность детей за пределами школы, но так или иначе имеют отношение к системе образования. Теперь еще тот момент, как раз о котором говорила Гульмира Исенгуловна, это аккредитация. И здесь появляются четко определенные, опять-таки, требования к самим школьным зданиям. Здесь появляются требования к среде в этих зданиях. Вы будете очень много об этом говорить, поэтому я упомяну только паспорт, наверное, безопасности школы, который дает возможность впервые комплексно оценить все параметры школьного развития, существования, не знаю, как лучше сказать. Теперь документы уже
которые задают страновую рамку для наших отраслевых документов, очень серьезную. Это национальная стратегия развития Кыргызской республики на 2018-2040 год. И там есть раздел «Качественная система образования и науки», в которой приоритет – это развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций разных типов и форм собственности для дошколы, а для школы обеспечить инфраструктурную безопасность школьного образования, включающую физическую, психологическую, информационную и экологическую безопасность каждому обучающемуся и педагогу. То есть это строительство новых школ в местах спроса, перегрузки, разработка новых стандартов и подходов к строительству зданий школ. То есть вы видите, что здесь уже четко зафиксированы сами требования к безопасной образовательной среде. Программа правительства «Единство, доверие и созидание», она как раз четко пишет о том, что существует проблема, она реализует НСУР, программа. Существует проблема качества инфраструктуры и образования. И, в принципе, поэтому устаревающая инфраструктура и нерациональное использование имеющихся ресурсов – это корневые проблемы и причины медленных преобразований в образовательном секторе. И я думаю, что с этим можно, в общем-то, согласиться. Поэтому программа правительства ставит первоочередные меры. Система образования требует обновления, и поэтому назрела необходимость в разработке новой концепции развития образования. Рабочая группа работает, это делает, где основными приоритетами будут качество соответствующих услуг, включая качественный ремонт образовательных организаций, оснащение современной материально-технической и методической базой и повышение профессионализма учителей. То есть здесь открыто речь идет о физической безопасности, но все остальное – это создание комфортной среды обучения. Потому что, скажем, современная материально-техническая база – это в том числе и оснащение всех школ интернетом. Вы знаете, что сейчас уже мы дошли до 89% подвода интернета к школам, и, по крайней мере, инфраструктурно до конца этого года, я имею в виду 2019-го, школы будут обеспечены интернетом. Следующий шаг, который уже нужно будет делать, это наращивать возможности этого интернета. Мы сейчас, пока скажу так, очень пытаемся. На следующей неделе выяснится, насколько наши усилия, так сказать, венчаются успехом, хотя бы предварительно, потому что мы пытаемся сейчас найти средства на то, чтобы в каждой школе появился компьютерный класс, который будет оснащен всем необходимым. То есть это не только компьютеры, но и мультимедиа, это принтеры, сканеры. То есть чтобы мы получили возможность, каждая школа, работать полноценно. И чтобы у нас, сейчас у нас один компьютер, прошу прощения, на 29 человек, мы, если все получится, добьемся того, что у нас будет один компьютер на 12-13 человек. То есть это будет уровень оснащенности, который соответствует вузовским требованиям, потому что там у нас сейчас один компьютер на 12 человек. Еще раз скажу, что пока все, что от нас зависит, мы сделали. То есть заявку подали, с Европейским Союзом договорились. Как будет Брюссель рассматривать наши потребности, будем надеяться на лучшее. Поэтому на самом деле в таком свернутом виде здесь в программе правительства тоже речь идет о всех элементах обеспечения безопасной школьной образовательной среды. Собственно, концепция развития образования до 2020 года, вы видите, действующая. И то, что характеризует образовательную среду, то, что она имеет светский характер, поликультурную наполненность, электронная, воспитывающая, и так далее. То, о чем я говорила, вы видите, безопасной здесь нет. Но уже в стратегии развития образования 2030, то есть которая готовится сейчас, и в концепции развития, я просто не стала ее выносить, потому что там очень близкие тексты. Здесь уже сказано, что в разделе «Доступность» есть инфраструктура и создание современной образовательной среды. Она зафиксирована так. И здесь обеспечение соответствия требованиям к условиям организации обучения общеобразовательных организаций, зафиксированных в нормативных документах. То есть здесь указан Санпин и другие документы, которые позволяют создавать
современную образовательную среду. Соответственно, в разделе, уже, который показывает, как мы будем двигаться, сказано создание эффективной и безопасной среды обучения. И вы видите, что здесь вынесены как раз те моменты все, о которых говорил Владимир Александрович, и указано, что в рамках СРО 2030 будут реализованы меры, направленные норм, зафиксированных в Санпинах и других нормативных документах, а также в концепции поликультурного многоязычного образования, концепции воспитания учащихся и молодежи Кыргызской Республики и других документах. То есть мы пытаемся сохранить все лучшее, что есть в концепции и стратегии 2020, характеристика образовательной среды, но дополняем ее очень серьезно вопросами безопасности образовательной среды. И вот все это вместе даст возможность говорить именно о создании современной среды обучения для наших детей. Ну и вот то, о чем говорил Владимир Александрович, что было почти невероятно. Вот, но что вы получите на руки, так сказать, это невероятие. Это комплекс стандартов безопасной школьной образовательной среды. Это сборник нормативных правовых актов Кыргызской Республики, который находится сейчас в аппарате правительства на согласовании отделов. Вот, и вчера прошли юридический отдел. На самом деле это самое страшное, что есть в аппарате правительства, потому что юристы смотрят документы на соответствие всему комплексу нормативных документов, которые есть в Кыргызской Республике, плюс все международные документы, которые ратифицировала Кыргызская Республика и которые таким образом являются частью нашего правового поля. Поэтому пройти юротдел, и остаться живыми, да, это, в общем, подвиг, который, к счастью, удалось совершить совместными усилиями и министерства, и в первую очередь БИОМа. Вот, поэтому мы надеемся, что осталась уже только лингвистическая экспертиза, но там это уже скорее не барьер, а помощь, потому что лингвисты смотрят кыргызский и русский язык и как бы редактируют, да, термины, понятия и так далее и тому подобное, чтобы понимание было общим у всех, поэтому, ну и потом там уже такие организационные чисто моменты будут. Поэтому мы очень надеемся, что до конца мая этот документ будет как бы утвержден правительством, выйдет постановление правительства, и тогда те изменения и дополнения, которые вносятся в ряд нормативно-правовых актов, они будут уже на законном основании приняты, и, соответственно, нужно будет выполнять все эти требования как организациям образования, так и, что, с моей точки зрения, самое важное, местным органам власти и центральным органам власти. Потому что школа теперь будет иметь возможность сказать: в Санпинах зафиксировано вот так-то. Будьте добры помочь, обеспечить или достигнуть этих результатов. Потому что, когда придет следующая аккредитация, а все вопросы безопасности включаются в вопросы аккредитации, то школа должна будет ее пройти. А за инфраструктуру, как вы помните, по крайней мере, школы отвечают местные органы власти. Учитывая, что сейчас очень сильно меняется еще один важный аспект, не связанный напрямую с образованием, я имею в виду, что меняется, как вы знаете, налоговая база для всей нашей страны. Если раньше налоги шли в республиканскую казну и потом перераспределялись, то сейчас до 60-70, там говорят, процентов налогов будет оставаться сразу на местах. И таким образом местные органы власти получат в свое распоряжение средств значительно, ну, будем надеяться, да, больше, а самое главное, получат право ими распоряжаться более свободно. Поэтому я думаю, что это хороший шаг по децентрализации управления и финансирования, который позволит местным органам власти чувствовать себя более свободно. И, соответственно, помогать вместе со школами работать вот над выполнением документов, которые принимаются у нас сейчас на законодательном уровне. Это слайд биомовцы, которые сделали очень красиво. Это к территории общеобразовательных организаций, но у нас здесь видно и требования, да, к самой школе. Вот это, в принципе, тот идеал, наверное, к которому нам надо стремиться.
и который вполне достижим, потому что в плане действий по реализации стратегии 2030, над которыми сейчас работают рабочие группы, документ должен быть закончен к 1 июня, там четко прописано, что мы должны вместе с Госагентством по архитектуре разработать несколько новых, ну, условно они у нас называются, типовых проектов зданий, школ, которые будут соответствовать уже современным требованиям. Чтобы мы не тиражировали здания, которые были хороши, может быть, для там, 60-х, 70-х годов, да, 80-х, но которые сейчас уже не позволяют, например, организовывать работу в группах, скажем, да, не позволяют или затрудняют трансформацию класса, когда мы работаем интерактивными методами обучения, фактически не задействуют в обучении пространство там, рекреации и всего остального. Вы увидите, как это можно сделать на самом деле. Ну и так далее и тому подобное. В принципе, школа нового типа у нас строится сейчас. У нас есть, ну, частные школы, вы знаете, у нас сейчас строится, в июне откроется школа «Газпрома», которая вот такая уже. Ну, правда, опять-таки, к сожалению, только модельная и частная, поэтому не для всех. Но, по крайней мере, это возможность увидеть, какой должна быть школа для всех на самом деле. И это задача для государства работать в этом направлении. Ну вот, спасибо большое.